Для Заримы Джандиговой каждое утро начинается с улыбок ее любимых учеников. Для счастья больше ничего и не надо, признается учитель. Педагог для нее – это не просто работа, а целая жизнь, которой она отдает всю свою любовь и энергию. Родной язык выбрала не случайно. Он всегда был близок к сердцу – язык матери. Именно поэтому и решила, что Ингушетию обязательно должна представить во всероссийском мастер-классе учителей родного языка, в котором приняли участие 40 финалистов и 35 слушателей из 43 субъектов России – от Карелии до Камчатского края. Мы преподносили им ингушский язык на основе русского языка. И вообще мое эссе начиналось с того, что ингушский язык не вместо русского языка, а вместе с ним. И на этой основе я подготовила эссе, и фрагмент моего урока проходил, тема была, как я уже сказала, «Сила России в единстве народов». В этом фрагменте мы показали единство народов, проживающих на территории Северного Кавказа. Вообще в целом конкурсе, во всероссийском конкурсе мастер-класс учителей родных языков, включая русский, я попала в тройку. Конечно, для меня это было неожиданно, получила 3-е место. Были номинации разные: учитель-мастер, народное признание. Наша землячка Зарима Джандигова представила на суд жюри презентацию урока, стенды с собственными научно-техническими разработками. В национальном костюме рассказала про наш язык, обычаи и традиции народа. Зарима Джандигова заняла на конкурсе почетное 3-е место и была единственной участницей, которая получила особый приз Гран-при. Но язык для меня является призмой, через которую я смотрю на мир. Мелодии родного языка – это звуки, которые человек слышит с рождения. Гран-при я получила в номинации «Народное признание», где я хочу поблагодарить, большое спасибо хочу сказать тем, кто за меня болел, участвовал, голосовал. Это коллектив 18-й школы, это мои родители, это все родственники, это вся Ингушетия за меня голосовала, в чем они даже сами были удивлены. И мы превышали аж на 1000 голосов. Такое внимание и почетные места наша землячка получила не случайно, уверены ее коллеги. Труд и упорство всегда должны быть замечены. Зарима Саварбековна очень опытный, высокопрофессиональный педагог. И я считаю, что у нее не случайно она заняла призовое место на федеральном мастер-классе учителей родных языков. Федеральный мастер-класс, его ведут 2 федеральных ведомства. Это Министерство образования и науки Российской Федерации и Федеральное агентство по делам национальности. Но это считается как бы вершиной педагогического мастерства, потому что не каждый учитель мастер и не каждый учитель методист. Надеялись на 1-е место, но результат, конечно, был удивительный, что мы получили 3-е место. Тем не менее, народное признание, награду получила только Зарима Саварбековна из 70 субъектов, которые представляли родные языки. А самое главное, Зариму Джандигову любят и ценят ее ученики, которым она на своих уроках прививает любовь к родному языку. Зарима Саварбековна, она очень интересно преподает уроки, и мне очень нравится учиться именно у нее. Я стараюсь хорошо учиться, чтобы не огорчать мою самую любимую учительницу. Я бы хотела отблагодарить ее за нелегкий труд. Я с удовольствием хожу на ее занятия, потому что она хорошо объясняет и потому что она самый лучший учитель на свете. Помимо работы учителя, Зарима Джандигова принимает большое участие в разработке школьной литературы по родному языку, входит в число корректировщиков ингушского языка для учащихся, и это еще не все ее заслуги. За всю свою педагогическую деятельность Зарима Джандигова принимала участие в различных конкурсах, где занимала ведущие места. Ее наградам и благодарственным письмам здесь, в школьном музее, отведен специальный уголок, где, кстати, красуется и новая награда, которую она получила на последнем мастер-классе – «Серебряная ручка». На достигнутых успехах наша героиня не собирается останавливаться. Впереди еще много вершин, которых она непременно покорит, ведь главное оружие в ее руках – талант и умение добиваться поставленных целей. Рина Цичуева, Хаваш Гойгов, Новости 24.